В прямом эфире работает программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Процесс государственной аттестации на особом контроле. Глава Чечни провел большое совещание с директорами республиканских школ в канун ЕГЭ. Ночь чудесного путешествия и вознесения пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане встречают Лейлат аль-Мирадж. Сразу 16 семей обрели собственное жилье. Рамзан Кадыров вручил ключи от квартир малоимущим семьям. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Традиционно вместе с соратниками Русбанамаз совершил и глава республики. Богослужение прошло в святыне имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Магомед Хитанаев в своей проповеди рассказал о значимости и величии для верующих Исра аль-Мирадж, ночи вознесения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Исра аль-Мирадж в этом году выпадает в ночь с 26 на 27 месяца Раджаб. المباركات درجي بيركت الصلوات برجي قنخيت مش الطيبات مسو تندلهم لله وزخل ووش الله ديل دق اق وزخل ووش الله دال شيغر سلام لو يلشنيه السلام عليك ايها النبي شيغر مارش وخليل حون هي بيغمر ورحمه الله وبركاته الله ديلير إخيتم خليل هون الله ديلير بركة خليل هون تقول ويألشنا صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شي أمة وزخل وجه الله ديلي حخواش أول قطوة حيقر سلام مارشال خليل قطخونا مسو حريز من خل بوش بوش ليشنا أولي شي أمة يقدال دقطوة إيش ديلت قمال دين وزخل ووش الله داله شين جرج يحل ويجن شخينح عبادة شوقه أقولي دز سيلا خل دوشت العبادة تدل قصن إسلام أزدو ويالش نوبوخ شوز ده إسلام أزدل اللي قشينا شي أمتنا موسى بيامر أولتون حيخر ديش هاي محمد ها أمتي ليلور دهتون شوز ده إسلام أز شاشي قام جوغ زينحون شاشي قام نستغير شاچوق أحيقهون ليلور دهتون ها أمتي إشوز طي إتلامز ديدي آله يهو يارزي وزخل وچ الله ديلي ديدي آله إش دالت إحلويش دال إتلامز دعدواقش يهو ديدي أولش دالت إحلويش دال إتلامز دعدواقش بقلامز إقاتشلت واحد دال دويس بقي برزلامز إقاتشلت ديدي قشين إلش موساس أولقتون ليلور دهتون ها أمتي اتمتع إلشنو أول صلى الله عليه وسلم الله ديلي إحيتلت ديدي اللقشاء قيتون ديخ إحيتشين بعض أول إلشنو صلى الله عليه وسلم إبقي بيرز لامز تدينك شيء أمتك واتقولي. После проповеди прозвучал призыв муэдзина, и верующие совершили коллективный русбанамаз. Закончилось пребывание в мечети обрядами тасбих и вирт. Итак, мусульмане встречают ночь вознесения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мгновенное путешествие пророка из Мекки в Иерусалим и вознесение на небеса по преданию произошло в месяц Раджаб в 621 году. По григорианскому календарю религиозная дата выпадает в ночь с 15 на 16 мая. В этот период мусульмане многократно увеличивают поминание Всевышнего и проводят религиозные обряды. В месяце Раджаб произошло удивительное событие. В 619 году, в ночь на 27-й день этого священного месяца, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершил ночное путешествие в Иерусалим, вознесся на 7-е небо.
يزبويسيو نجحسن شا ديل ريز واشترهم شي قرديلن شا شيقين واشتلاح دوخكو وعلا توبدا يزخنير سعد العلامز ديش سخ العلامز دعدو ولا يزخنير شا نجحسن تحني واسناح إساق انت رواق يزخنير هنا أخين شعين العمل قلت يزخر شو. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был в Мекке, когда к нему явился ангел Джабрил. Он призвал его совершить путешествие в Иерусалим. Когда они прибыли на место, пророк Мухаммад вошел в храм, где его ждали другие пророки. Вместе они совершили молитву, а после пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, он вознесся сквозь 7 небес. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поведал о случившемся с ним в эту ночь другим людям, нашлись те, кто ему не поверил. Возникали многочисленные вопросы. Многие недоумевали, как за одну ночь можно проделать путь от Мекки до Иерусалима. پیامبر علیه الصلاة والسلام نبيت المقدس قاعد شتوت يحسق الحلوة يحنا الإخبارش ناه نوقع دعس ليرجن شوتيح دوق ناخ پیامبر دعول بالخل بالماستخي بقي بيشبرت ناخون أرشي ها هنتم پیامبر تعيت نش أو تون تعيت نشير حبو شين تحبي يرزور بو تون تحرد عبو خربو تعت يشرورش دلهم دوق سوديس نك الله أخ أبو بكر صديق والشيء بخنا دايل رئيس خيلسون أبو بكر صديق إيلر تار هين حوان خزي محمد پیامبر علیه الصلاة والسلام دویچ لك شائش بويسن بيت المقدس قاشير تولتي عشان سيقل حلاوي أحقير شين يوس مشويش خطش كيتير سيقلاني علامة كيتير شين الله إي خيزي وان أرش خيزة شين إلي با أبو بكر صديق دير رئيس يسن تاق إباق دي شوي حوال خاطر سار شاهن صدو إباق تولى دقة دولشتك إباق دي شو شام دير دو شا إباق الله. Аят из Корана. Возник он на высшем небосклоне. Джибриль приблизился к Мухаммаду, потом подошел еще ближе. Он был от Мухаммада на расстоянии 2 луков и даже ближе. Аллах внушил в откровении своему рабу то, что внушил. Сердце Мухаммада подтвердило то, что он видел воочию. Неужели вы будете оспаривать то, что он видел? Именно после этого вознесения мусульманам было предписано совершение обязательной 5-кратной молитвы, но изначально Аллах вменил в обязанность верующим ежедневное выполнение 50 намазов, и только после нескольких просьб Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, число молитв Всевышний сократил до 5. Все предписания старается выполнять и Ежан Успанова. Женщине посчастливилось совершить хадж 8 раз. Она всегда посещает мечеть и все время проводит в поминании Аллаха. ديش دعان جواه بلوش لامش دياشين دلو شوز إت لامز دياش ديوقش لامز دياش حين ديخ لوش دلهم مسهم ديغي شول شيز بيسوق وين دال يزين يا إيتين أسلامش دو سيج ميال دلو دوق لامش دو يسون جمايات كستن بالغ تيلر بالغ مس وچم نغويلر دي أولي. Эту ночь желательно провести, восхваляя Всевышнего и его посланника, прося о прощении грехов. Особенную ценность как в эти дни, так и на протяжении всего месяца Раджаб имеет и желательный пост. Луиза Хатуева, Адам Чекуев. Новости. Продолжаем выпуск. Глава региона Рамзан Кадыров в торжественной обстановке вручил ключи от новых благоустроенных квартир 16 семьям. Среди них малоимущие граждане, инвалиды, родственники правоохранителей, погибших при исполнении, а также семья Героя Советского Союза. Рамзан Кадыров рассказал, что решение о вручении ключей от квартир в преддверии священной ночи Мирадж приняла Аймани Кадырова. وين ما الفوز وين يزبي سيو دون يا سمعت وين بيامر دون تيجي يحكم بيسيو دون وين لامز اللي لم بيسيو دون وين فرس بيجل دون بيامر ده سمعت دون وين فرس ده بتشو ده كان وين حكى خين دون وصل ناشي البوك وعبلن دون بيسيو ده الاشتبلير دون وين فون حكم دون تيجي له شيء معنى دون حاجة ويش بولشان نا وصل ديش بولشان عاوز عاوزي وده عار أله شو بيلقى ده حالة قوي ويش ده شو دوي مركع أله ده شو حس مشروع أليه دون أو خير إذا خزقة الدون دقة ديال سد دونه أو تيز بيشي خلتي تقطع لا تلعب خير دونه إيش دونه شو بيلقى ده إيش دونه ساعد لو شيء يفون دونه نا هنقول يفون دو تي أولي يفون دونه شا أحشا دقش إيشات إدعى الدكتور أحد طعنا خير الشريعة سادش فندو صودان شوف دون كورتي اليوت بلنتي لابيش شو غدوة
اشتاق أتباعشون خدوشون شهودش دا وصل دش لكن مرخ ديك أعطي أخص سبورتسمان غدوة لكن أرتيست خير الورق خير يباش ولا إيش حيخر خير تد إيش سوق دو إيش فندو دونه إيش أعمل حاشة شادين والشينا سود ليش دقلي يتمش ده البود إيش شابير في دون غيلشنا وضع لا شور إيه دار العشاء إيش دونه أعمل حاجة بيسن دول آخر داعي ولا دونه دا إيش دونه حيو شو يفون دونه سو دونه إذا نشكرنا عن دون شو بمتجله دا بعد دون وانش إذا تون نشكر دون بعد إذا تون نشكر دون عن دون دا رزق بالله دون دا دوخ إذا نشكر دون غيل كان أحسن هودي نبلنيش موج دون أحسن دون بقلا بقدر شو دونه وعيدل بارم دكويات بتخون تاع ولا دون يوش متنا وصل دونه دكت يا كرتي غيل كان هودي سي حلو شو دون سون دونه بركة ديرس خلا لا دون أي ما ناقش تكون دا بول بس ميل بول كان دون دا شو اسمه دون بركتي ويل دا ووتش ما لر دويل والله دون دير دون تاع ديز بيسيوس دون تاع إيش كان دير دوش دون ديز عن نخ دون نخ شيء شو أقرب هو عشان سيل ديك عيط مورس والله بقدر ده كده دون سيل ديك عيط مورس ما عشي شباب ديك عشان ما تصمم دير ولا شيء برزو غير دار ولا دون دول بوش كده لو دون ديت ديل دعيدو ودا الخزو دوش تالو دوش دون دار ولا وين نخ غير ناخر بات شباب بلط سيخر وشباب كده دون شو عمت جوشكرو بيرفن لوز متكلو بيرفن ديش متكلو دون دون زني ما سلمت كريو بصوا ديك دون سلهم تغني خيرو اتعاتيش ما دون ومخ دون تغنى حوش لغه هو مخ يحوسه يصبع وربع تقوخ دون خيج عارف حوس كري زيجون كري دون السلهم ونخش جو ويت ايد بيت تعبا تصبوش بات دون حل خلد دون تغنى دون حل دون تعالوا شنو إذا دون شغل ويا خلال ويا برت بوش ويا غوش تيش وغوش تيش خلال دون دا غوش دون دا شادش إلسي دا دويل دون دا برت صعب دا إلسي دويل دون. Жилье приобретено на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров отметил, что помогать нуждающимся было давней мечтой первого президента. На его средства фонд начал свою работу. В самые ближайшие сроки новоселы переедут в благоустроенные квартиры. Они рассказали главе региона, что это радостное и долгожданное событие для каждого. حمون خيل هاري الملخي تشامكير دال قبل ساقدوينا دال ماشلي الوين. Процесс приема и сдачи единого госэкзамена в Чечне должен пройти максимально объективно и прозрачно. Первый ЕГЭ по географии и литературе выпускникам предстоит сдать уже 25 мая. В преддверии государственной аттестации глава Чечни провел большое совещание с директорами республиканских школ. Основные темы встречи в репортаже Ясмины Гацаевой. Чечня на протяжении нескольких лет остается лидером по прозрачности проведения единого государственного экзамена. Исключением не станет и этот год. Во всех школах республики уже сдали пробный экзамен, докладывает руководитель администрации, главы и правительства. Магомед Даудов сообщил о том, что создана рабочая группа, которая проверяет учебные заведения на подготовку к ЕГЭ. В регионе 450 школ. Практически все они готовы к итоговой аттестации учащихся. Однако выявлены и недочеты. В системе образования республики произошел ряд позитивных изменений, но при этом сохраняются существенные недоработки и проблемы. Так, в ходе проверки выявлены недостатки в работе по подготовке к проведению итоговых экзаменов. В ряде школ не выполняется на должном уровне план подготовки к экзаменам. Из проверенных школ более 10 не имеет планов разъяснительной работы с выпускниками. На информационных стендах по подготовке к ЕГЭ отсутствуют необходимые сведения об изменениях в нормативно-правовых актах по организации проведения выпускных экзаменов в 2015 году. В ходе проверки также установлено, что лучшие результаты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации достигнуты городов Грозного, Шелковского и Гудермесского районов. Худшие показатели выявлены в школах Наурского, Грозненского, Кучевойского районов. В частности, средняя школа селения Джаларги, директора Муслимова. Проверки я не комиссии, но даже учитель удастся с директором, не говоря о организации работы. И все ссылается в 2013 год, я думаю, директор больше.
с прием передачи, если вникнуть. В ходе проверки также был выявлен факт попытки подкупа должностным лицом. Руководитель Курчулоевского отдела образования предложил взятку членам рабочей группы, чтобы избежать ревизии. Это зафиксировала скрытая камера. Начальник Курчулоевского района Ильясова Руслан был. В проверке района цадавац, так телефон что хадул балох, какой-то епаршин чхтерду Рамза Ахмадович. Его ина вас мечели ина аваитен уйхича. شادي أنا صدق شغل كمنة أوده وقتنا اتشو يقنا دايلا بيحكم بالحارة شيء صغار كروتشي قوري الله شيء كيسن حدا يقن ساعتوب شامي ميل دوداش دعجة وعاتب أرباح إخش دباخ شين هو برد لقاتيش ميل دلعت لوش دلعت بيسات كبيرة بيش دولار إيه روبلي ده مكيز لوش دلعت يا بيش بيد الأول أبني سريان بروي كيف تقدر хотя пицца ты ж можешь делать. Руслан Шарович, это дави гидоны. Когда проверка, я же болел, что лава, что был близко, что я молодец. Теперь проверкой деятельности бывшего начальника района займутся правоохранительные органы. В свою очередь, главе Курчулоевского района Идрису Черхигову поручено в сжатые сроки устранить замечания и улучшить работу в сфере образования. Позже в своем докладе Исмаил Байханов отметил, что в последние годы в сфере образования региональные власти уделяют пристальное внимание. Построены сотни школ из внебюджетных источников, закуплено новейшее оборудование. Тем не менее, нерешенным остается вопрос нехватки учителей. Пробный ЕГЭ показал, что проблемы имеются и с качеством знаний учащихся. Министр образования отмечает, те, кто не смог сдать госэкзамен, может продолжить учебу в профтехучилищах. إيسوش كلاس يدو كويس أصلا قصص إكزام أستح دعنا قناع بيرش سمعت دعنا решением педагогического коллектива решением родителей дعنا قناع профтех образования больше духу регионшки что что отцом было без а что это на республика 20 учреждений профтех образования а дикше база юж цифры приема техникум уличительный анализировательный опыт например Московской области города Москвы Самары طبعا эффективная образовательная система. Сейчас уже на уровне 9 класса дайна ножку даули хай хакант юа. هر دعم وردو نقلين بتحط وش ده يجل رياش تصيفش سمعت أساسا رشين بيتزايات دارش حومت تيرنكم يدعوا دكتور أو أنا لذيك تغنى وش учебное заведение بيخبر بيرش Здесь же Рамзан Кадыров особо подчеркнул, директора школ в первую очередь должны понимать, что от них зависит то, каким будет будущее народа. صح يقرأ خلدان يقشدان ليرشدان الدب بابا العشان ديريكتر خلدان سنة أوروين زناني دان بيري دان نويشن أوروين يقول هندخل صوت إعاوة شين يقرأ كأبيش يقرأ تولغ لغالوش استيعب واحدش سنبالا باش خلج أشلي لوش تقدان ويتأحي قيت سقيت بودو بس يتأحي قيت متغلي يحيق أتصي تمسي يولش دينسي غلطسي يوش يتسخلج يعيق يغلط يجين يعيق أوخ ويتسوي ده يشتانش تقول يجين يعيق هرولي يجين يعيق خل دون يبير دون عزيم دوش دو درسنا الحمد عاكي هنضادلو شكولي وولي شو كانت شحان دوني كنت قاعدة اللي يلديش دشة وجي شلوك عزيز دون وأدمي دون بودش يقل يقش يقلو شلوك وكاني بالبوش شيقوم كانية إلسي قتل أحمله هو ديريكتور شكول أبري على وقت حيخلق بوت أكثر وقوم كاني إلسي قتل أحمله وقوم كاني إلسي خليه ويدوش تخليه خليه هم ما تمخ سقطوا لا تشوف أنت شكوى إذا تقدرون يجلس ذات سنة أشيء وجيت وشاء несостоявшие уже дом, полноценный дом, вачавали дом, и так мало мало, и так дом, таурт илу уже дом, сухло, кейч авоша использовал когда сам, жолги авоша использовал, хажуха, он слышит, там
والله ومتصل دوك بوامش بوخا تقين دور ما درش لسه سبق الله بو برايفت استعمال شارع سوغان دعبول شارع وبيسون وبريج او تك عاش من مشون ابوي بمعنى دون محمد خلي ادم خلي عيسى خلي اوبك خلي وبريدك عاش من بوخ نابات تار متصل او دوك بوامش بوخا عاش تار اندور ما درش شو ما ديش ما درس شو دون عادوا درس هيت اش واتديش ابن داخل تادش خزده دون كان هو دون وقع دون كلاسنا ربوت يازم نبي لا دون هو دون سنة شيء غلط نحن سنة بيتنا إسبيري هو إيردوه كان أخ إسبيري أنا ما مدرسة دون جرجر لو برات سواتي ولا حيقة مموت لور مموت. Стоит отметить, что около 30% республиканского бюджета идет именно на развитие образования. Помимо этого выделяются внебюджетные средства. Если руководитель учебного заведения заинтересован в хороших результатах, то помочь ему готовы все, говорит Кадыров. Шиенис ахсо шигрифишош ашвигерфен балцал. 30% больше дон. Бюджет ах образование чмоду. Малилди дон. Сабалти ахсаати на очередь чмодиш. В настоящее время республика лидирует по всем социально-экономическим показателям среди других субъектов. Здесь, как ни в одном другом регионе, есть все необходимые условия для учебы. Создаются новые рабочие места. Все это требует от педагогических коллективов, начиная со школы и заканчивая вузами, подготовки настоящих специалистов. Промышленные направления, туристические, и чё Бог бы нам чербала бизует. ألعب على بيدخل الشعب الشيخ وهيت يدود عهو هذا نبرة خريشن وقع حرف الدشن بوش قاعدوا اللي يشوفوا له ونيدوا الله ونو حاضر ويبيش عام تدوي بس قدوا خوي نوشي قوم عطيش يحيى شيخ يعني تعبي وتكنتفل شو قوة هو شو عبرت وخليت شيء داخل تعدل عاش نانا مو ده اسمه وين شيء جوز لقيته كي ورع وين دون ابرز يعني حلايبيت وين كلتور حلايبيت وين دون بروموشن السيلز خزيت حلايبيت تنانا مو هوش عاش تيسيتي مو بوش اويت عنك يحكيش دوج عشبه تخبوخ شو دخايت لا ورسيح وفسكت صونا ريون وين نفترض مثل عدل ودون بلخ بلخ بريح وادمنستراتيف بيرمستر ايوه بريفت يشتي وين بالخودون وين مريدون يشتي تعيودون حالات سميت حوصي لبوي على تيش بكذا تشتون تخلو احيي ديش متعاون ديك بكذا شو الاسم ديريكتور شكول هو ديراش تحب ديريكتور تحب يوم هذا وش ناقلش ديلا ورا عندنا دون سو ديريكتور شكول هو دنيا نصل هذيك شكول درماترس سو دعوج المواد دون شكول او بدك تسكن شلون يديك شكول خل ديريكتور خلال دون يديك نان خلال يديك داخل يديك يشغل يديك قوم يحرش يقتل تخي هو بودري يسو ديلا شاولت متع جيروي ناتسي نو اتمتع دون قلت دور ماذا يحشل دونا الخضار عندي زر قوم دوغلا زر شاولت مت تحت احيان شعر ببيش بالبوخ تؤجي تويل برا يوك جيروش يوك بودريك ان جديست بيسات شكولوي سيغا اوجي لخر ايها مت تاوش تقدون از اسواخ الى داوات باس دستون الديريكتور زوديرا دنانا يات بوسي يشا يات بوسي لقوم تبالا باتش لدين تبالا باتش ليحيات ليحيات لسوبر امتحان ياتنا ايش يتعاون دير يحضر هردون يكوزو شو حاجه دون يحير ولا الفيلا يشوف دير ديوش شيوت خوش شا دير دون على ايد الله شيوت خوش عيد البال هو ده شنو تيش
Возвращаясь к теме ЕГЭ, Рамзан Кадыров подчеркнул, что тем, кто до сих пор рассчитывает на отмену экзамена правительством страны, нужно смириться. Единый госэкзамен не только не отменен, но с каждым годом будут ужесточать требования. Из этого следует вывод: никакие родственные связи, шпаргалки, знакомства, современные технологии не помогут сдать ЕГЭ. Рассчитывать нужно только на свои знания. Это должны понять как сами учащиеся, так и учителя и особенно родители. نوتشك أو من ديك بابا يشكل في هم صباح كوي شوف زي ستيش ما دوينس وقدي حالها وكان يشجعك تغني يشجعك إيش ديك نا وستيخ الله ديك يحيش دينالدش إيمان سيده في دحيش ديرو دال ديك بابا بوي تعاش يكوي وش ديك بابا ديرو من بيش وين بلاش حوط مو ديرو ديك بابا بلاش سيلني رجعتيش تعال زلفة تدوش تعال أسلوبيوش تعال ما دوش سيلة تيوتا دون نشكول دون ديريكتور وور ديريكتور وور إتشوا تعال أسلوبيات تعال شيريوش إتشوا عارف إيش ده صار أهيمس شادريك ددك ديش خدوش نعدون إتشوا تعبلا بيش عام تدري أخوي داس ناس عاميني ونيادين عاميني ديرو عامين داس ناس هور دين نان ملاء دون شو نسن شيء بيش وسال تلخلا يجي دونه يسبب جملة نهاية اسمع جملة نهاية خبر دايف سوى ديستريت إنه إيش آخر دكتور يجي دون حال شرسن دات حال سن كل خيج آخر دكتور أسبوع لبو أول دبل وتتحدث دون صح نرشين هو ديلا ولا دون يترك دون تود ترستيت نفستو دون شو نشأ نجيب بابا تبعت Не только до ичуах любой задействован в дохе, херал бабу это вас фастон. Асхабах kan чаргал och прозрачно då, объективно då, и решили да стон. Он дать вы именно вы опыт моете принять на до российский до образование министерство вы опыт. А это я вы юхши да юхши отметили что авача. Наоборот усилить решили до. Требования. Сундер вы ваш тиш диз эч о хедуй تسجع دهونه требования دهونه по закону خير. أول دوجا ويبدأ ما ده غير لقش نين خوي تونس خوي مارس خوي تعقلق دعوة. إثناء وسط بوق قلب بالشي يفيلشي شيء تبوش دهون. عندنا بيا ما ده حرشوا عيد عارف دعوة خد أصلا. بيش دعوة بيسكيش بيت وجه دهون. يبقى خلق الميت شيء مش لازم. شكول اللي يرسل تقوي تسد إكزامين دهونه يجي دهون. ده هي تصعب بيبروشيت. بس العقل يخليه. Главу района муниципального образования городов района Боши, район директор там Боши дестон. Я доли из того сам. Я гамбеш фидес. Если дукан я сах дала, ну вы беш اسمع الله هي ألدش قيتم بوش دعلك لهادوش ديك شيء تيت إني دوش نام بوخ بوش نام حين بوخش ولا داوش بيش دوينش سندير دونه وبيش قاعد نحن في يوسف سكول عدام ما يريد يجتاز أنا شايف يوسف كيش حبوش متسن دونه وبيش دونه زمن ويبوع بيش عن بوسو كيت دوش В техническом плане регион практически готов к предстоящим экзаменам. В этом году ЕГЭ должны сдать более 19 тысяч выпускников. Создана экзаменационная комиссия. Все пункты сдачи оборудованы системами видеонаблюдения. В режиме онлайн данные передаются в ситуационный центр Минобрнадзора. Более того, за ходом экзамена будут следить представители общественных организаций и федеральные наблюдатели. Эсмина Гацаева, Хаважи Мунаев, Ибрагим Налаев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Ходатайство о выдаче постановления по делу Джамбулата Дадаева не удовлетворено. Об этом сообщил адвокат матери убитого. 6 мая Заурбек Садаханов обратился в Главное следственное управление Следственного комитета России по СКФО с тем, чтобы получить материалы нашумевшего дела. В установленные законом 3 дня ответ на запрос не был дан. Однако старший инспектор предложил адвокату обратиться за разъяснениями к руководителю управления. Его ответ придется ждать еще 30 дней. Заурбек Садаханов убежден, что следователи намеренно тянут с выдачей документов. Главное следственное управление Следственного комитета России по СКФО, скажем так, включило бюрократию, и для этого они хотят максимально растянуть сроки. Я с этим не могу согласиться, и мною принято решение
обжаловать бездействие Главного следственного управления Следственного комитета России по СКФУ в суд по территориальности. Активно расследованию помогают и общественники. Вместе с адвокатом они намерены добиться объективного расследования дела. Я считаю нашим долгом все-таки до окончания расследования этого дела, до судебного разбирательства, быть не просто в курсе, но и представлять интересы потерпевшей стороны. Потому что в данном случае я, как руководитель центра, да и мои коллеги по правозащитному цеху считают, что в данном случае совершено грубейшее нарушение существующего законодательства. В высокогорном селе Шатой отметили День семьи. В Доме культуры собрались многодетные семьи. Перед ними выступили представители власти и духовенства. Все они поздравили собравшихся с международным праздником. Международный праздник отмечается с 1993 года. Его цель – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются семьи в современном мире. А Министерство по нацполитике, которое организовало встречу в Шатое, в первую очередь хотело побудить каждого человека задуматься о значимости семейных ценностей. Ведь благополучие семьи – это признак развития региона. Мероприятие завершилось вручением многодетным мамам ценных подарков и букетов. Следующая представительница селения Большие Воронды Гатаева Бетма Басировна, мать 8 детей. Главная героиня нашумевшей свадьбы Луиза Гайлабиева продолжает готовиться к созданию семьи, а корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина продолжает вмешиваться в личную жизнь невесты. Вчера Милашина попыталась проникнуть в дом Гайлабиевых. По словам правоохранителей, действия журналиста попадают сразу под 2 статьи Уголовного кодекса. Дело уже дошло до прокуратуры, но вопреки всему свадьба завтра все же состоится. Не нужна ваша помощь. Ноги не показывайте нам. Вот. Давайте. Помощь. Надоели. Помогали нам. Надоели вы нам. Надоели. На этих кадрах видно, как спецкор «Новой газеты» Елена Милашина буквально врывается во двор чужого дома. Несостоявшаяся встреча с Луизой Гайлабиевой заканчивается очередным скандалом. Ее действия можно рассматривать как нарушение в соответствии со статьей Уголовного кодекса 139, часть 1, незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в нем лиц. Незваных гостей вежливо попросили покинуть дом. Создается впечатление, будто журналистка намеренно провоцирует членов семьи Гайлабиевых на конфликт. Я буду приезжать тогда, когда захочу, и столько раз, сколько захочу. Мы от вас устали, пожалуйста, езжайте, больше не приезжайте. Командировка Милашиной в Байтарки закончилась скандальными заголовками интернет-изданий, как будто так и было запланировано. Буквально через несколько часов после своей встречи с семьей Гайлабиевых на страницах «Новой газеты» появилась очередная заметка, где говорится, что жизни корреспондента угрожает опасность. Якобы на обратном пути из села Милашину остановили полицейские и постовой службы, командированные в Чечню Сибирского округа, и предупредили ее о большом внимании к ней со стороны местных полицейских. В Министерстве внутренних дел республики сразу ответили на это заявление, сообщает пресс-служба МВД. Мы настоятельно просим сообщить, сотрудники какого именно поста посоветовали ей внимательно следить за личной безопасностью. В противном же случае нам придется обратиться в суд за распространение клеветы. Отправившись на пост у въезда в Нажаюрт, где, по словам Милашиной, ее и оповестили о повышенном интересе со стороны местных силовиков к ее персоне, так и не удалось установить, кто этот загадочный доброжелатель. Старший постовой, представившись Дмитрием, отказался говорить на камеру, но сообщил, что никогда не видел и не знает Милашину. Более того, никаких предупреждений с их стороны не было. Предстоящая свадьба руководителя Нажаюртовского ОВД за пару недель стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве. Елена Милашина в своей статье представила псевдоисторию о несчастной судьбе юной девушки, которую насильно ведут под венец. Сценарий индийского фильма, выдуманный корреспондентом «Новой газеты», подхватили другие любители громких заголовков. Действия Елены Милашиной в отношении Гайлабиевых юристы рассматривают как нарушение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Статья 128, часть 1, клевета, и 137, часть 1, нарушение неприкосновенности частной жизни. Ответить за свои действия перед судом спецкору «Новой газеты» все-таки придется, отмечают родственники девушки. Луиза Гайлабиева подала заявление в прокуратуру. Принятие мер по опровержению публикации корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной и защите чести и достоинства ее семьи, которое будет рассмотрено в установленном законном порядке. По результатам рассмотрения данного обращения и в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Мы связывались с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой, чтобы выяснить, какую оценку дали в руководстве издания действиям Елены Милашиной. В беседе пришли к тому, что все-таки придется выносить спор на рассмотрение общественной коллегии по жалобам на прессу. Если у вас есть какие-то вопросы профессионального или этического характера, у нас в Российской Федерации есть такие институты, есть комиссия по делам прессы, вы можете туда обратиться. Между тем, глава Чечни в своем инстаграм с изрядной долей иронии отозвался о повышенном внимании прессы к истории со свадьбой. Любви все возрасты покорны. Многие знают Виктора Ерофеева. Умный, мудрый человек. Жена младше на 40 лет. А Андрей Кончаловский старше супруги на 36 лет. Владимир Шаинский всего лишь на 41 год. Градский на 33 года. Гордон на 30 лет. Дибров на 31 год. А всеми любимая Алла Пугачева взяла себе в мужья Максима Галкина, который младше на 27 лет. И счастливы. Никого это не возмущает. Никто не требует проверок от Следственного комитета и прокуратуры. Брак между Гучиговым и Гайлабиевой является законным и согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации. Разговор о том, что якобы в Чечне нарушили закон, опроверг в своем интервью уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он отметил: в Семейном кодексе есть статья, что в исключительных случаях нижний предел устанавливается региональными властями. В Чечне 17 лет, в Башкортостане 14 лет, в Московской области 16. А вообще Конституция запрещает вмешиваться в личные дела граждан. Попытки восстановить подмоченную репутацию не увенчались успехом. Более того, специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной скоро придется отвечать за свои слова и действия перед судом. В доме Гайлабиевых ее никто не ждал. Более того, несколько раз вежливо попросили покинуть территорию частной собственности, где сейчас готовятся к важному событию – свадьбе дочери. Зура Саламова, Дауд Куруев. Новости. Подведены итоги конкурса рисунков «Чечня туристическая». Всего было заявлено больше 150 работ участников 3 возрастных категорий, в каждой из которых определили по 3 призовых места. Победители первых мест получили сертификаты на 2-дневный отдых на базе Кизиной-Ам, также памятные подарки. А обладатели 2-х и 3-х мест смогут провести один день в одном из главных курортов республики. Также для учащихся сельских школ подготовили специальный приз – экскурсию по столице. Детский конкурс рисунка «Чечня туристическая» мы решили организовать, конечно, не просто так, потому что, во-первых, культура и туризм, они неотъемлемо связаны, во-вторых, на сегодняшний день для нас большой задачей является развитие именно детского туризма. Наши дети не так много видят, и очень важно расширять их кругозор. Именно с этими целями мы сегодня собрали всех участников. От сердца к сердцу. До международного марафона остается меньше суток. Уже завтра утром всем участникам забега предстоит преодолеть путь в 16,5 километров. Старт будет дан у грузинской мечети «Сердце Чечни». Финишируют марафонцы у аргунской святыни имени Аймани Кадыровой. Главный приз забега – автомобиль Toyota Corolla. Денежные призы получат первые 10 участников, пересекшие финишную прямую. Также дипломы и материальное вознаграждение ждет самого юного и самого пожилого участника марафона, преодолевшего всю дистанцию. Принять участие в забеге может каждый желающий. С условиями проведения марафона можно ознакомиться на сайте Комитета правительства Чечни по туризму или на странице ведомства в Инстаграм. Прием заявок будет продолжаться и завтра с 7 до 9 утра. Не упустите свой шанс. С начала года в республике произошло 149 аварий, в результате которых погибло более 40 человек. Такая статистика послужила причиной проведения усиленных рейдов на дорогах Чечни. В очередной раз в управление ГИБДД были доставлены злостные нарушители правил дорожного движения. На встречу также пригласили представители Совета экономической и общественной безопасности и Духовного управления мусульман. Кроме того, что мы составляем административные материалы в отношении этих нарушителей за нарушение правил дорожного движения, стало традицией разъяснение, пропаганда нормального, культурного, дисциплинированного поведения участников дорожного движения на улицах и дорогах. Самое главное – взаимоуважительного отношения друг к другу, потому что именно взаимоуважение служит гарантией безопасности дорожного движения. В Аргуне прошел республиканский семинар психологов, на котором обсуждалась тема эмоционального благополучия ребенка в детском саду. В нем приняли участие дошколята и их родители. Психологи организовали для детей познавательный конкурс, а взрослым рассказали, как справиться с эмоциональной неустойчивостью малышей. Уже после организаторы провели круглый стол на тему работы с родителями.
Цель сегодняшнего семинара – повышение профессионализма педагогов, психологов дошкольных учреждений нашей республики, обучение их новым методам и формам работы с детьми для улучшения их психоэмоционального состояния. На футбольном поле сошлись команды главы Чечни и сборная ветеранов из Ачхой-Мартана. На газоне разыгрались нешуточные баталии. В первом же тайме инициативу взяли игроки Рамзана Кадырова. Однако не менее активными были соперники, которые не оставляли попыток забить гол. В игре было немало блестяще реализованных голевых моментов. Обе команды показали хорошую подготовку. Закончился футбол безоговорочной победой команды главы региона. Счет 6-2. В спорткомплексе «Колизей» прошло финальное взвешивание участников молодежного турнира по смешанным боевым единоборствам WFCA «Ахмат ММА. Грозная битва-2». Обязательные церемонии взвешивания и фотографирования прошли все 30 спортсменов. Половина из них – бойцы из соседних регионов и стран, которые уже прибыли в республику и ожидают начала соревнований. Данный турнир делается для молодежи, 18-20 лет. Ребята, все дебютанты. Проводилось два сбора для наших бойцов, подготовительный и предсоревновательный. На данный момент подошли к финальной фазе, уже, скажем, они готовы драться, готовы побеждать. Данный турнир не был бы возможен, если бы не была оказана помощь со стороны главы республики и начальника охраны главы Абузайда Висмурадова. Огромное им спасибо. Турнир «Грозная битва-2», организованный промоутерской компанией «Ахмат», пройдет уже завтра. В прямом эфире бои можно будет наблюдать на нашем канале, а также на телеканале «Боец». В октагон выйдут 15 пар бойцов. В главном противостоянии вечера сойдутся Асхаб Алей Булатов из Северной Осетии и Рахим Дебиров, представляющий чеченский клуб. Вход на бойцовское шоу будет бесплатным. По словам президента бойцовского клуба «Ахмат», чеченские спортсмены на 100% готовы к предстоящим соревнованиям. ويبرشون زان سوالي شو بدي أشكو خوش دو وجنتي مو اختص لحوصل دو قيد عشان هيك جاي نخشي شوية بينا نجي حجمت كريو لقيو ترينات سويونه توج بقي نش لتربو وقرديك سبرس بين شو ساندو على بعضش وكلوبي البيرش لو سيك عشان هيك ليش بقولنا شو دي صحيح تريح سامو تريح وين قريح سبيشاليش ترينش دي تريح ويكيتش لو تين دال. Напомню, турнир «Грозная битва-2», организованный промоутерской компанией «Ахмат», пройдет завтра. Прямую трансляцию спортивного события будут вести телеканалы «Боец» и «Грозный». Начало боев в 19:00. В связи с этим завтра вечерний выпуск новостей выйдет в эфир в 18:30. О самых заметных событиях в республике можно узнать также в официальной группе нашего канала ВКонтакте и на сайте grozny.tv. На этом все. Алик Елшин.